Спасибо. Прошу садиться. Предлагаю продолжить сессию и начать с повестки дня. У нас сегодня было предложено один вопрос о ситуации в Республике Казахстан и о мерах по ее нормализации. Если нет дополнительных предложений, предлагаю утвердить эту повестку. Я так понимаю, что нет возражений, и предлагаю после моего краткого выступления в рамках вступительного слова в рамках обсуждения нашего вопроса первым предоставить слово президенту Республики Казахстан Токаеву Касым-Жомарту Кемелевичу для предоставления информации по складывающейся ситуации в стране. Далее предоставить слово генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Васильевичу Засю для представления информации по выполнению решений СКБ, СМО, ОДКБ относительно оказания помощи Республике Казахстан. После этого предлагается предоставить слово для выступления в алфавитном порядке членам Совета коллективной безопасности, а далее председателю Кабинета министров, руководителю администрации президента Киргизской республики для обмена мнениями. Приемлем, да, такой регламент? ОДКБ. Благодарю за оперативный отклик и участие в сегодняшней внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, посвященной ситуации в Республике Казахстан и мерам по его нормализации. Ввиду складывающейся обстановки в стране, угрожающей дальнейшей эскалации, президент Казахстана официально обратился в Совет коллективной безопасности ОДКБ. На основании указанного обращения в соответствии с договором о коллективной безопасности и уставом ОДКБ, действуя строго с главами государств, членов ОДКБ. Учитывая официальное обращение Казахстана и принимая во внимание тенденцию быстрого развития ситуации, а также ввиду возникновения угрозы безопасности, стабильности и суверенитета страны, с целью нормализации обстановки в Казахстане Совета коллективной безопасности ОДКБ было принято консенсусное решение об отправке миротворцев в Казахстан на ограниченный период времени для охраны стратегически важных объектов в соответствии с договором о коллективной безопасности, уставом организации, а также соглашением о миротворческой деятельности ОДКБ. Уважаемые коллеги, теперь хотел бы, как уже договорились, предоставить слово президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Пожалуйста, Касым-Жомарт Кемелевич. Событиями за несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости. С реальной угрозой такого уровня не сталкивалась и наша организация в целом. Хочу поблагодарить нашего председателя Никола Воваевича Пашиняна за оперативную работу по согласованию необходимых документов. За проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. С вами, уважаемый Владимир Владимирович, мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну. Выражаю благодарность Александру Григорьевичу Лукашенко, Садыру Нурбажаевичу Жапарову и Мамали Шариповичу Рахмонову по погибшим в дни трагедии в Казахстане. Я искренне благодарю вас за соболезнования по этому случаю. Хотел бы выразить признательность генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Васильевичу Засю, всему сплоченному коллективу секретариата и объединенного штаба нашей организации.
Фактически это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. Для нас принципиально важна не только военная, но и прежде всего моральная поддержка партнеров по ОДКБ. Все государства-участники организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана. Сейчас хотел бы проинформировать вас о текущей ситуации в нашей стране и о том, что произошло за минувшие дни. Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка, год, два, три, покажет следствие. Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки. Шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности. Все эти действия решительно пресекались. Но организаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных выступлений. В качестве повода они использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на автомобильный газ. Прошли митинги, участники которых выдвинули социально-экономические и общественно-политические требования. Все они были услышаны и выполнены государством. Правительство ушло в отставку, цены на автогаз были заморожены на прежнем уровне. Мы объявили о принятии комплекса конкретных социально-экономических мер и четкого плана общественно-политических реформ. Но для организаторов агрессии против Казахстана это уже не имело никакого значения. Под ширмой стихийных протестов в единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй и третий план, о них забыли. Вслед за этим развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота. Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра. Синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы. Захватывались аэропорты, перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных. В ходе нападений на войсковые части и армейские блокпосты бандформирования пытались завладеть оружием и боевой техникой. В Алматы и других городах шли настоящие бои. Например, бой вокруг департамента или здания департамента внутренних дел в городе Алмате продолжался две ночи. Полицейские отбивались от атак Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов со специальными винтовками. Террористы использовали собственную связь, переодевались в форму военнослужащих и правоохранительных органов. Они цинично прикрывались участниками массовых беспорядков, которые служили для них живым щитом. Имея численное преимущество, как минимум в 5 раз, бандиты нападали на полицейских и военнослужащих,
избивали их с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы. Имели место варварские нападения на больницы, чтобы распылить ресурсы. Одновременно 11 регионов. Но основной удар был направлен против Алматы. Как вы знаете, это наш крупнейший город и финансовый центр страны, где сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные узлы. Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга, а затем всей страны. Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Мы видели скопление настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами. Это потребовало от нас принять беспрецедентные меры. Казахстанские силовые структуры сумели в кратчайшие сроки мобилизоваться и дать отпор нападавшим, взяв ситуацию под свой контроль. К сожалению, это далось очень дорогой ценой, потерями среди силовиков и мирных жителей. Погибло 16 сотрудников силовых структур, более 1300 получили ранения. К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения. Точное количество бизнеса. Разграблено более 100 торговых центров и банков. Только полицейского автотранспорта было повреждено и сожжено около 500 единиц. Причинен огромный материальный ущерб, размер которого оценивает специальная правительственная комиссия. С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы. Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти. В соответствии с решением Совета Безопасности Казахстана, основанным на всестороннем анализе правоохранительных и специальных служб, ситуация была квалифицирована как угроза терроризма. Алмата и 9 областных центров оказались в руках бандитов. Мы объявили режим контртеррористической операции. Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие. Оно оказалось крайне своевременным. Узнав о прибытии 3 военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алмату и отбить город от террористов. На сегодняшний день, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности, в Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники. Они стратегических объектов. Чуть позже мы заслушаем доклад генерального секретаря ОДКБ по обстановке и реализуемым задачам. Как я уже сказал, это первая миротворческая миссия ОДКБ. Уверен, что организация получит полезный положительный опыт. Будут проанализированы узкие места и сделаны соответствующие выводы. Внесены корректировки и эффективность как авторитетная военно-политическая организация – это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств. Фактически, произошедшие события стали переломным этапом в развитии организации, которая обрела новое качество как сильный международный институт. Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для всего пространства коллективной безопасности.
Поэтому нам важно и далее укреплять мощный потенциал ОДКБ, и Казахстан внесет свой вклад в это дело. Одной из возможных рекомендаций может стать оптимизация сроков реагирования на кризисные ситуации. Мы должны повышать других органов. Важно также обеспечить максимальную политическую поддержку решения об использовании миротворческих сил ОДКБ, особенно со стороны Организации Объединенных Наций и других авторитетных международных организаций, ведущих мировых средств массовой информации, а также аналитических центров разных стран. Мы уже видим, что возникают вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ. Это происходит из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации. В отдельных случаях в международном сообществе, включая зарубежные средства массовой информации, имеет место абсолютно неверное толкование как применения сил ОДКБ, так и прочтения ситуации в Казахстане. Несмотря на все предоставленные факты, некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами. Это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов. Зная это, организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии. На первом этапе, как я уже сказал, состоялись мирные протесты. Затем, в частности в Алмате, были проведены политические митинги, а потом на город из 3 направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики. Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города. Между тем, устав Организации Объединенных Наций признает за каждым государством неотъемлемое право на индивидуальную, я подчеркиваю, или коллективную самооборону. Коллективную самооборону в случае вооруженного нападения извне. В ближайшее время после завершения предварительного расследования мы представим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против нашей страны. Как мы видим, отдельные средства массовой информации и общественные институты продолжают вброс ложной информации, основанной на вымыслах и непроверенных фактах. Уверен, что международные организации, включая ООН, ОБСЕ, ШОС, СМД, а также международные гуманитарные организации, заинтересованы в полном и беспристрастном расследовании незаконных действий террористов, преступников, злоумышленников. В то же время делать поспешных выводов не следует. Я благодарю всех, кто с самого начала был уверен в том, что Казахстан преодолеет этот сложный этап нашей новейшей истории. Особенно это касается ОДКБ. Убежден, совместными усилиями мы сделаем так, чтобы временное развертывание в Казахстане миротворческого потенциала ОДКБ было максимально безопасным, эффективным и эффективной, полезной. С нашей стороны, как я думаю, это урок Казахстана, но думаю, он будет полезен и для всех государств, партнеров по организации. Ни в коем случае нельзя допускать информационного вакуума, чтобы его наполняли провокаторы или недоброжелатели. К сожалению, в нашем случае это продолжается. В сложившейся ситуации наше недавнее решение об учреждении Института специального представителя Генсека ОДКБ по миротворческой деятельности подтверждает свою актуальность. Хотел бы четко заявить, что мы будем твердо защищать право народа Казахстана на мирное волеизъявление и открытый диалог с властью. В то же время мы будем жестко пресекать любые формы насильственного экстремизма и тем более боевые действия против Казахстана, как это произошло недавно. Не позволим покушаться на наш государственный суверенитет и территориальную целостность. Хочу заверить, что Казахстан будет твердо соблюдать свои международные обязательства. Уважаемые друзья, коллеги, в настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Опасные угрозы для безопасности по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях.
На сегодня в органы полиции доставлено около 8 тысяч лиц. Правоохранительными и специальными органами проверяется их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям. Изъято 116 единиц оружия. Операция продолжается. Корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее. Предстоит большая напряженная работа, задействуется даже чтобы полностью вернуть страну к нормальной жизни. Завтра я внесу в парламент предложение по новому составу правительства и поставлю конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере. В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ. Главное не допустить в будущем повторения таких событий на всем пространстве коллективной безопасности. Этой работе и всегда поддержит своих союзников. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, за содержательную информацию. Сейчас прошу генерального секретаря ОДКБ Станислава Васильевича Сася представить результаты работы по выполнению решений, принятых Советом коллективной безопасности и Советом министров обороны ОДКБ с целью оказания помощи Республике Казахстан. Пожалуйста, Станислав Васильевич. В связи с обстановкой, сложившейся в Казахстане, на основе обращения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и в исполнении ваших договоренностей о направлении в Республику Казахстан коллективных миротворческих сил ОДКБ в секретариате обоснованных решений по проведению миротворческой операции и координации вопросов развертывания коллективных миротворческих сил ОДКБ на территории Республики Казахстан. Подготовлен проект решения Совета коллективной безопасности о мерах по нормализации обстановки в Республике Казахстан оперативное принятие этого документа, что позволило в тот же день приступить к переброске воинских контингентов из государств в Республику Казахстан. По вашему поручению, в соответствии с соглашением о миротворческой деятельности ОДКБ, о принятом решении на проведение миротворческой операции на территории Республики Казахстан через генерального секретаря ООН проинформированы члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Также мной было проинформированы генеральные секретари ОБСЕ, принят решений и механизмов их реализации. В исполнении вашего решения на следующий день, 7 числа, Советом министров обороны ОДКБ были сформированы коллективные миротворческие силы. Командующим коллективными миротворческими силами назначен командующий воздушно-десантными войсками вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич. Этим же решением Совета министров обороны определены задачи коллективных миротворческих сил и другие вопросы. По сути дела, на все организационные процедуры мы потратили 2 суток. Параллельно шло развертывание коллективных миротворческих сил. И уже вчера мы завершили развертывание нашего совершено более 108 самолеторейсов. Контингенты коллективных миротворческих сил дислоцированы в городах Нур-Султан, Алматы и Алматинской области. Командный пункт развернут на базе военного института сухопутных войск в городе Алматы. Материально-техническое обеспечение воинских контингентов организовано направляющими государствами, а также на двусторонней и многосторонней основе. Приступили к выполнению задач по усилению охраны и обороны важных военных и государственных объектов, а также созданию условий для стабилизации обстановки в зонах ответственности. На Центре кризисного реагирования ОДКБ, где мы сейчас находимся, организован круглосуточный обмен информацией
о складывающейся ситуации с командованием оперативных миротворческих сил и Министерствами обороны государств-членов ОДКБ. Для координации деятельности коллективных миротворческих сил в Казахстане положение дел на месте, встреча с командующим, руководством Республики Казахстан, по согласованию с президентом Республики Казахстан и с представителем СКБ завтра вылетаю в Казахстан. Уважаемые члены Совета коллективной безопасности, на сегодняшний день все необходимые меры в исполнении вашего решения о развертывании миротворческой операции ОДКБ приняты. Вчера я разговаривал с командующим коллективными миротворческими силами генерал-полковником Сердюковым, и по его докладу проблем, требующих решения на уровне глав государств, нет. И, кстати, вчера было очень приятно слышать слова генерала, командующего нашей миротворческой группировкой, о том, что все бытовые организационные вопросы решаются в лед. И особо благодарность, конечно, была высказана Министерству обороны Казахстана. Было сказано так, что мы живем и выполняем задачи, как одна семья. Уважаемые члены Совета безопасности, в качестве вывода. Да, это первый наш опыт проведения такой операции. Безусловно, чуть позже спокойно мы проанализируем точно один самый главный вывод, что тот миротворческий потенциал и механизмы использования, которые созданы в нашей организации, он реально работает и способен выполнять поставленные задачи. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Станислав Васильевич. Сейчас... Пожалуйста, Александр Григорьевич. Уважаемый Никола Воваевич, уважаемые коллеги, прежде всего хочу поблагодарить уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича за подробную информацию об обстановке в республике. Сегодня в стране объявлен президентом национальный траур. От имени белорусского народа примите наши соболезнования в связи с гибелью сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и мирного населения Казахстана. Анализ событий в Казахстане показывает наличие, конечно же, внешнего фактора. Их сценарий за аналогиями далеко ходить не надо. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Афганистан не так давно подобный комбинированный натиск испытала и Беларусь. Конечно же, в этих странах были свои особенности, но общий почерк виден. Да, мы много сейчас говорим о внешнем вмешательстве, и прав президент Казахстана, пройдет немного времени, имена, фамилии, адреса, пароли, явки будут названы этих деятелей. Но надо понимать одно, что только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутреннее. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси. Надо понимать, что вокруг близкого нам народа и государства Казахстан слишком много накопилось желающих взорвать ситуацию вокруг центральноазиатских постсоветских республик. Совсем недавно к этому добавился Афганистан. Еще раз подчеркиваю, это наш непреклонный вывод. На границах Казахстана, это показали события, скопилось немало международных террористов. Эти негативные тенденции в наших постсоветских республиках, в данном случае Казахстана,
невозможно эту проблему решить только в рамках Казахстана, пусть даже гигантской по территории страны. Как нам видится, я абсолютно в этом убежден, что самые близкие народы Казахстана и Кыргызстана должны вместе попытаться решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство и которые созданы Казахстаном. Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены по нашей информации, а это уже вы видите там на месте, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан. Которыми занимается сегодня руководство Казахстана. Внешние, о которых было уже сказано, в ближайшее время сделают соответствующие выводы, но и внутренние причины. Анализируя обстановку в Беларуси, мы исходим из того, что кроме внешних причин, у нас они явно были видны, в Казахстане сейчас не очень. Президент Казахстана пытается докопаться все-таки до сути. Я уверен, что он это сделает. Но мы, исходя из того, что было в Беларуси, не забываем о том, что это четко усвоить. Если мы этого не поймем и будем пенять только на внешний фактор, значит, мы можем получить повторение событий. Напомню, что о рисках и угрозах, связанных с созданием в Центральноазиатском регионе спящих ячеек террористов, цитата, и экстремистов, которые в один момент могут проснуться, неоднократно говорил уважаемый Эмомали Шарипович Рахмон. Мы принимали это к сведению, но, наверное, недооценили риски. Но давайте откровенно, порой думали, что нас сия беда минет. Теперь видим, что основной костяк протестующих в Казахстане составляют профессиональные боевики-террористы. Это очень опасная тенденция. Уверен, что организаторы и руководители событий в Казахстане глубоко спрятаны. Но я абсолютно убежден, что как в Беларуси, в других странах, так и в Казахстане мы придем в ту же точку изначально. Отмечу, как говорили коллеги, своевременность и оперативность принятого нами решения о вводе в Казахстан коллективных миротворческих сил ОДКБ. Уверен, наши усилия подействовали отрезвляюще на деструктивные элементы и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации. Нам, исходя из этого нашего урока, нужно совершенствовать и управляемость серьезные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ, спокойно, планомерно наращивать все ее компоненты и, прежде всего, миротворческий потенциал. Весьма важно сохранить мобильность и оперативность действий. И не надо излишне, образно говоря, стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад, Америку или еще какие-то государства. Будем смотреть резко по сторонам, свернем шею. Поэтому надо заниматься своими вопросами и видеть собственную безопасность. Когда у них возникают малейшие проблемы, они не думают о демократии,
Они не оглядываются на нас, а действуют сообразно собственным интересам. Нам тоже надо это учесть. Вот жестко поступили в первые минуты. Результат виден. Судя по активности западных политиков, там внимательно отслеживают ситуацию. Они сначала взяли паузу 2-3 дня. Может, выходные были, может, еще что-то. Для того, чтобы тоже организоваться. Через 2-3 дня, мы с президентом России об этом говорили, посыпались заявления. Заявления понятные. Демократия, свобода, непринятие жестких мер и так далее. Очевидно, что ввод коллективных миротворческих сил УДКБ нарушил планы заказчиков и исполнителей спровоцированного конфликта. Это еще раз подтверждает правильность принятого нами решения. В этой связи хотел бы заметить, что нам надо обязательно отслеживать ситуацию и действовать на упреждение. Купировать возможные причины, которые могут привести к таким последствиям. И правильно поступил президент Казахстана, когда в первый же день жестко спросил с тех, кто допустил первые симптомы этих событий. Подумаешь, природный газ, которого там девать некуда в этом Казахстане, надо было в 2-3 раза повысить цены. В этой связи в информационном поле следует действовать на упреждение. Нельзя допускать выставление миротворческого контингента как оккупантов. Мы вели туда по своему желанию. Нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну. И мы оказали ту поддержку, которую он потребовал от нас. Это урок для всех. Это прецедент. Хороший прецедент. Сегодня, как никогда, уважаемые коллеги, в рамках организации на международной арене формы и методы оказания гибридного влияния на наши страны качественно совершенствуются. В рамках ОДКБ необходимо выработать адекватные меры реагирования. Как я уже говорил, без оглядки. Следует совершенствовать информационный обмен, качественно улучшать аналитическую составляющую. Рост напряженности нас также подталкивает к ревизии совместных мер по противодействию терроризма и экстремизму. Хороший повод сейчас какое-то время собраться и поговорить о Таджикистане. Президент Таджикистана нас годами уже просит о показании материальной поддержки, прежде всего техникой военной. И нам надо это сделать, чтобы потом нам это не обошлось дороже, как это с Казахстаном. Сколько там, почти 200 рейсов самолетов, мы перебрасывали огромную технику, благо что Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было республик. Выводы надо делать. Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях. Необходимо своевременно вскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на пути насилия, а также жестко пресекать их деструктивную деятельность. Что касается Беларуси, уважаемые коллеги, вы всегда можете рассчитывать не просто и не только на взаимопонимание, отдельные заявления и поддержку. Мы всегда будем верны тем договоренностям, которые нами достигнуты. Благодарю за внимание.
Спасибо, Александр Григорьевич. Слово предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Мы на нашей сессии обсуждаем действительно очень серьезный и волнующий всех нас вопрос. Александром Григорьевичем Лукашенко. Что касается ситуации в Казахстане, всем известно, что президент Казахстана Кемель Жомарт Токаев обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности в связи с тем, что его братская для нас страна, участник ОДКБ, столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности, целостности и суверенитету. Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности топлива, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди, и у них другие цели. При этом активно применялись присущие Майдану технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом. И, как отмечал Касым-Жомарт Кемелевич, их нападение на Казахстан, а по сути это нападение на страну, на Казахстан, по сути явилось актом агрессии, полностью президента Казахстана было сразу же поддержано всеми главами государств, членов ОДКБ и председательствующим в Совете коллективной безопасности премьер-министром Армении. Крайне важно, что нашей организации при участии ее секретариата удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жестких временных рамках. Основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам. Мне президент Казахстана уже говорил в наших телефонных разговорах, люди просто не переставая звонили ему и просили и требовали защитить их от бандитов и террористов. Но совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно. И механизм ОДКБ реально и хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана. После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана. Нам удалось осуществить полное развертывание этого контингента в достаточно короткие сроки. Рассматриваем наши совместные действия как исключительно своевременную и абсолютно, конечно, легитимную акцию. Подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьей 4 основополагающего договора о коллективной безопасности от 1992 года. И предусматривается, что в случае незамедлительно предоставит ему необходимую поддержку и помощь, включая военную. А мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма. Откуда взялись эти банды вооруженных людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах, и явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты. Наша организация на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно.
Каждый из союзников внес свой вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ. И туда вошли и уже активно проводят оперативные мероприятия подразделения всех, без исключения стран-участниц. Это свидетельствует о том, что проводимые в рамках ОДКБ многолетние, вот я хочу это подчеркнуть, участников, включая, разумеется, и коллективные миротворческие силы ОДКБ, дает результат. Важно, очень важно, уважаемые коллеги, что военные наших стран проходят подготовку по общим программам, оснащаются едиными или совместимыми образцами вооружения, техники и связи. Навыки развертывания миротворцев оттачивались в ходе регулярных совместных учений, в частности, на недавних маневрах ОДКБ «Нерушимое братство», организованных с учетом приобретенного российскими военными опыта в Сирии. Это было продемонстрировано высоким оперативно выполнять задачи по борьбе с терроризмом и защите мирного населения. Именно такая планомерная, совместная учебно-боевая деятельность войск стран ОДКБ позволила перебросить миротворцев в Казахстан в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью. Все они имеют реальный боевой опыт. Руководит действиями коллективных сил в Казахстане командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков. Он знает свое дело. Миротворческий контингент сходу взял под защиту ключевые объекты инфраструктуры и обеспечивает контроль над ними казахстанских властей. Именно казахстанских властей. А казахстанские боевой работой, защитой мирного населения и выполняют полицейские функции там, где нужно. То есть наши военнослужащие заместили их на объектах инфраструктуры и дали возможность президенту Казахстана эффективно применять свои силы и средства по наведению порядка в стране. Как уже отмечали выступающие, благодаря мерам, принятым руководством Казахстана, при нашей с вами поддержке ситуация постепенно нормализуется. Ряд жизненно важных объектов, в том числе Алма-Атинский аэропорт, полностью очищен от террористов и бандитов силами вооруженных военных Казахстана и правоохранительных органов. Уверен, что совместными усилиями уже в самое ближайшее время положение во всей стране будет окончательно взято под контроль и стабилизировано. А на Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. Я здесь согласен с Александром Григорьевичем. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций. А всем известно, что путем использования интернет-коммуникаций и социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения наших граждан в протестные акции, которые являются предтечей и нападения террористов, о чем ясно и совершенно конкретно было сегодня рассказано президентом Казахстана. Это вот хронология событий, которая происходила в Казахстане. Она очевидна совершенно, мы все это видели. Более того, и опыт последних событий в Казахстане подтверждает, определенные силы начинаются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создание спящих ячеек боевиков. В этой связи полагали бы целесообразным поручить комитет информационной безопасности и по борьбе с терроризмом и экстремизмом представить предложение по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ. Главное, чтобы трагические события, которые переживает сегодня братская нам страна Казахстан, впредь не заставили нас врасплох, и чтобы мы
были полностью отмобилизованы и были бы готовы дать отпор любым провокациям. Я бы хотел отметить и то мужество, с которым президент Казахстана принял эти события, взял ответственность на себя, на свои плечи, возглавил проведение всех этих мероприятий. Дать отпор террористам извне. Уверен, что руководство Казахстана сделает все для того, чтобы наладить нормальную работу правоохранительных органов, экономики страны. В этом ни на секунду не сомневаюсь. В заключение хотел бы подтвердить, что Россия намерена и далее уделять самое приоритетное внимание укреплению отношений стратегического союзничества со всеми государствами-членами ОДКБ. И, конечно, выражаю уверенность, что руководство и народ Казахстана, еще раз хочу это подчеркнуть, справится с создавшейся ситуацией и с честью ответит на возникшие серьезные вызовы. Президенту Республики Таджикистан Эмомали Шариповичу Рахмону. Пожалуйста, Эмомали Шарипович. Уважаемый Николай Валерьевич, уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы выразить народу и президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву наши глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в братской стране. Выражаем сочувствие и поддержку семьям и близким погибшим. Благодарны президенту Казахстана за подробную информацию о произошедших в последние дни событиях в стране. У нас техническая заминка, я надеюсь, скоро восстановится связь с Таджикистаном. Можно продолжить? Да, пожалуйста, пожалуйста. Мы полностью поддерживаем предпринимаемые руководством Таджикистан, следуя своим обязательствам в рамках ОДКБ, также оперативно откликнулся на обращение руководства Казахстана оказать содействие в устранении возникшей угрозы. Сегодня представители миротворческого батальона Министерства обороны нашей страны несут службу в составе с вами своим видением ситуации. Представленная Касым-Жомартом Кемелевичем информации наглядно показывает, что в экстренном порядке были приняты решения по волнующим вопросам социально-экономического характера и стабилизации обстановки в стране. Трагические события в Казахстане вновь подтверждают необходимость усиления нашей совместной комплексной работы по противодействию терроризму и экстремизму, религиозному радикализму и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков. Борьба с разрушительной деятельностью террористов, экстремистов, исламских в течение последних 30 лет. И мы хорошо знаем, какую угрозу для нашей безопасности представляют эти силы. Таджикистан с первых дней своей независимости борется против таких вызовов и прошел гражданскую войну, унесшую жизнь более 150 тысяч граждан страны. На наших встречах в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС
Я неоднократно обращал ваше внимание на наличие в наших странах спящих ячеек международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма. Их вербовочно-пропагандистские усилия среди граждан государств-членов ОДКБ не прекращались ни на один день. В наших странах усиленно продвигается крайне стало одним из главных оружий в руках наших недругов. Все это серьезно усиливает религиозно-экстремистский потенциал и создает угрозу дестабилизации ситуации внутри наших государств. В этом плане особо следует отметить агрессивную активность движения салафия и ваххабизм. Последователи данных течений, как известно, составляют костяк исламского государства. Мы в Таджикистане всеми силами усиленно боремся с агитационной фиксируем количественный рост фактов выявления интернет-ресурсов террористического характера. Вместе с тем, к сожалению, тенденция попадания граждан наших стран, в том числе и трудовых мигрантов, под влиянием агитаторов террористических организаций, не уменьшается. Уместно напомнить, что в течение короткого времени десятки тысяч граждан постсоветских государств оказались в Ираке и Сирии. Часть из них были уничтожены. Возникает логичный вопрос: куда делись остальные? Какое их количество задержано или вернулось на родину? Поэтому нашим странам необходимо наладить более действенную координацию пространства. В рамках СНГ я уже предложил разработать систему защиты информационного пространства. Считаю, что считаем важным продолжить работу по выявлению и купированию каналов перемещения наших граждан в регионе с повышенной террористической активностью. Сказанное также касается и каналов проникновения и возвращения на зону ответственности ОДКБ лиц, причастных к терроризму и контрольного выезда наших граждан на учебу в зарубежных религиозных учебных центрах, где они зачастую проходят тщательную экстремистскую подготовку. Таджикистан за последние несколько лет не только нейтрализовал каналы отправки своих граждан на религиозные образования, но и вернул на родину из таких центров усиление активности международных террористических группировок в Афганистане непосредственно влияет на зону коллективной безопасности ОДКБ. Мы с вами хорошо знаем, что со второй половины августа прошлого года из тюрем в Афганистане были освобождены тысячи членов ИГИЛ, Аль-Каиды, Ансуруллах, Хизбут-Тахрир, ИДУ, их боевого и подрывного потенциала. Нас крайне волнует и тот факт, что на территории Афганистана укрепляют свои позиции боевики ИГИЛ, особенно его филиала в Вилаяте-Хоросон. В целом, по данным наших спецслужб, количество лагерей и центров по подготовке террористов, граничащих с южным границам ОДКБ, в северо-восточных провинциях Афганистана насчитывает свыше 40, а их численный состав достигает
отнестись к тому, что отдельные наши граждане, наблюдая то, как укрепляются позиции террористов в Афганистане, заручившись их поддержкой, могут пойти на самые крайние меры. В контексте событий в Казахстане в случае подтверждения участия наших граждан в этих беспорядках считаю важным наладить более тесную координацию правоохранительных органов стран ОДКБ в целях предотвращения повторения подобных случаев с последующими принятиями жестких мер. Я считаю, что у террористов нет родины, нет религии, их надо уничтожить, нет национальности, где бы они ни находились, где бы ни были. Мы полностью структуры правоохранительных органов постоянно в контакте, они работают слаженно. Вместе с тем, хотел бы напомнить, что до сих пор не обеспечена реализация решения Совета коллективной безопасности о формировании единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ. Это очень серьезно. Кроме того, нас особо беспокоит, что до сих пор не принята целевая межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганской границы. Уважаемые коллеги, здесь Александр Григорьевич упомянул обстановку вдоль границы между самими талибами. И они за последние недели только в одном участке погибли более 11 и получило более 18 талибов. Поэтому нам надо создать пояс безопасности вокруг Афганистана. Уважаемые коллеги, в завершение хотел бы еще раз выразить нашу солидарность и полную поддержку усилиям президента в стране. Мы убеждены, что у братского Казахстана есть все силы и средства для этого, и его мудрый народ сможет добиться полной стабилизации ситуации в кратчайшие сроки. Благодарю за внимание. Спасибо, Малик Шарипович. Сейчас слово предоставляется председателю Кабинета министров, руководителю администрации президента Кыргызской республики Жапарову Акилбеку Усенбековичу. Пожалуйста, Акилбек Усенбекович. Уважаемый Николай Валаевич, уважаемые участники внеочередной сессии, сегодняшней встречи, актуальность и важность которой вне всяких сомнений. Еще раз выражаем глубокие соболезнования казахстанской стороне в связи с человеческими жертвами в результате столкновений и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Казахстан наш ближайший союзник и стратегический партнер, и наш долг сегодня выразить солидарность с казахстанской стороной. Происходящие глобальные изменения в мире, политические катаклизмы, трансформация вызовов и угроз безопасности и другие факторы непосредственно отражаются на складывающейся военно-политической обстановке в регионе, коллективной безопасности ОДКБ. Происшедшие трагические события в Казахстане являются тому подтверждением. Используя текущие внутригосударственные процессы, деструктивные элементы комбинируют свою террористическую деятельность для подрыва государственности, безопасности и территориальной целостности, создавая при этом атмосферу хаоса, вседозволенности и разгула преступности. В данном ключе инициатива казахстанской стороны о приведении в действие механизмов системы коллективной безопасности ОДКБ в сложившихся условиях, безусловно, подтверждает единство взглядов Полагающие принципы создания и функционирования организации, ее внешнеполитическая и военная составляющие
с учетом наработанного потенциала позволяет своевременно реагировать на кризисные ситуации во всех ее гибридных проявлениях. При этом основным приоритетом сегодня остается полная стабилизация обстановки в Республике Казахстан. Уважаемые участники заседания, мы с первых дней с тревогой следим за событиями в братском Казахстане. Выступаем против терроризма во всех его формах и проявлениях. Искренне заинтересованы в скорейшей нормализации ситуации и установлении мира и порядка в Республике Казахстан. Сегодня, как никогда, важно найти взаимоприемлемое решение и не допустить дальнейшей эскалации ситуации. Сразу после обращения президента Республики Казахстан, уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, оказать помощь в соответствии с имеющимися в рамках ОДКБ обязательствами, президент Кыргызской Республики Садыр Нуркожоевич Жапаров принял решение о направлении в Казахстан ограниченного контингента вооруженных сил Кыргызской Республики с мандатом участия на заседание парламента Кыргызстана, в ходе которого данное решение было поддержано большинством депутатов. В тот же день, 7 января, в Республику Казахстан вылетел миротворческий военный контингент вооруженных сил Кыргызской Республики в количестве 150 человек, в составе которых опытные офицеры и военнослужащие контрактной службы, а также 8 единиц бронетанковой и 12 единиц автомобильной техники. Хочу подчеркнуть, что мы готовы и далее прилагать все усилия для нормализации ситуации в соседней стране. Уважаемые участники сессии, нестабильность и рост насилия с большей негативно сказаться на всех нас. В данном ключе считаем особо важным обеспечить все условия для беспрепятственного перемещения пассажиров и грузов в целях социально-экономического развития и поддержания стабильности в регионе. Важно сохранить устойчивое экономическое развитие региона, предпринять необходимые меры для поддержания благоприятных условий для предпринимателей, бизнеса и межбанковских связей. Согласно поступающей информации, большее количество огнестрельного оружия попало в руки криминальных кругов. Существует риск перемещения преступных элементов, участвовавших в грабежах и бесчинствах, через наши с вами государственные границы. В этой связи сегодняшняя ситуация в Казахстане обязывает нас предпринять совместные усилия в целях восстановления стабильности в Казахстане и недопущения атак на военные, административные и социальные объекты страны. В качестве мер поддержки нами было принято решение пропускать через кыргызско-казахстанскую границу на территорию Кыргызстана граждан всех стран, включая граждан Казахстана, без предъявления справок о наличии отрицательных размещения граждан Казахстана, возвращающихся из Турции, Арабских Эмиратов и других государств, вынужденно прибывающих в международный аэропорт Манас. В организованном порядке осуществляется их перевозка до кыргызско-казахстанской границы. Отрадно отметить и тот факт, что многие граждане Кыргызстана не остаются в стороне и с сопереживанием относятся к сложившейся ситуации, оказывая всяческую добровольную помощь. Весь кыргызский народ глубоко сопереживает братьям-казахам в эти тяжелые дни и искренне желает скорейшего регулирования ситуации во благо народа. Вместе с тем хотел бы заметить, что в последнее время в средствах массовой информации, в социальных сетях наблюдается распространение информации в отношении иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызстана, об их причастности к погромам и беспорядкам. В связи с чем позвольте выразить просьбу и надежду на то, что по каждому подтвержденному случаю будет открытое и справедливое расследование в рамках законодательства Республики Казахстан и в строгом соответствии с нашими двусторонними и многосторонними соглашениями. Уважаемые участники заседания, в заключение хотел бы подчеркнуть, что Кыргызская Республика неизменно выступает за стабильность, социально-экономическое развитие, укрепление государственности и процветание Казахстана. Кыргызстан всегда был и остается рядом с Казахстаном.
В случае необходимости при обращении казахстанской стороны мы готовы оказать необходимую помощь народу Казахстана, исходя из крепких родственных связей двух братских народов. Позвольте еще раз выразить глубокие соболезнования казахстанской стороне в связи с человеческими жертвами и пожелать скорейшего восстановления всем пострадавшим. Благодарю за внимание. Благодарю за содержательное выступление и детальную информацию. К сожалению, должны констатировать, что в зоне ответственности УДКБ не просматривается снижение напряженности, и мы продолжаем сталкиваться с новыми видами угроз. Текущая ситуация в Республике Казахстан вызывает у нас особую тревогу и озабоченность ввиду представления информации о вовлеченности международных террористических образований. В недавнем прошлом мы сами столкнулись с появлением иностранных террористов-боевиков в нашем регионе. Надеемся, что усилия в рамках УДКБ, направленные на помощь дружественному Казахстану, будут способствовать восстановлению нормальной жизни страны в самые краткие сроки. Коллеги, следует подчеркнуть, что среди ключевых приоритетов нашего председательства укрепление механизмов кризисного реагирования организаций. Исходя из этого, ожидаем от государств-членов ОДКБ наращивания совместных усилий с целью дальнейшего совершенствования данных механизмов, что бесспорно послужило бы как дальнейшему развитию взаимодействия между государствами-членами, так и укреплению коллеги, мы завершили обмен мнениями по вопросу сегодняшней повестки дня. И подводя итоги нашей сегодняшней сессии, хочу с удовлетворением констатировать высокое взаимопонимание между нашими странами относительно ситуации в Казахстане. Очевидно, целенаправленность наших действий на скорейшую стабилизацию обстановки и возвращение страны в нормальную жизнь. Это критически важный момент для обеспечения элементарных условий жизни для граждан, а также обеспечения безопасности стратегически важных объектов. Благодарю. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Спасибо большое. Спасибо, Николай Владимирович. Знаете, я в завершении хотел бы отметить пару моментов. Вот каких. Во-первых, очень высокий уровень нашего взаимодействия и готовность коллег работать действительно в полном смысле этого слова в любое время дня и ночи. Вот это мы видели в ходе прошедших и не закончившихся пока еще событий. Это, конечно, результат того высокого доверия, которое сложилось между нами за годы совместной работы. Думаю, что и все наши встречи, включая неформальные, последняя встреча в конце прошлого года в Петербурге тоже подтвердила, что все вот эти наши контакты идут на пользу. Второе, нам нужно подумать о совершенствовании процедур принятия решений, использования совместных сил. Решения все были приняты оперативно, но нужно, чтобы они были, на мой взгляд, единообразными. И это улучшило бы качество нашей работы, подняло бы его еще чуть повыше и сделало бы нашу работу еще более эффективной. Хотя и так в целом нам жаловаться особенно не на что. Ну и третье, вообще не имеющее, третий вопрос. Текущим вопросом сказать по телефону Имаму Шариповичу, если у вас ничего срочного там нет, сразу после окончания нашей сессии я бы вам позвонил. Спасибо, Владимир Владимирович. Успехов. До свидания, всего доброго.